Здравствуйте. Привет. Яшел үзенең беренче лицейында күңелле очрашу булды. Махсус хәрби операция зонасына хезмәт итүчеләрнең рухларын күтәрергә ярдәм итүче хат язган укучыны Олга батальоны сугышчысы эзләп тапты. Балалар махсус операциядә катнашкан сугышчыларга һәм офицерларга хат яза. Хатларның берсе беренче лицейның 4-нче сыйныф укучысы Кадрия Мифтахова язган. Вообще всех бойцов, которые сейчас там в зоне СВО выполняют боевые задачи, хотел поблагодарить за те письма, которые вы написали. Вы уж простите, что только один боец, Женя, смог добраться, скажем так, до адресата, до отправителя. Все письма дошли до нас, мы их все читали. Читая там ваши письма, чувствуя вашу поддержку, 40-летние мужчины плакали. По несколько раз читаешь это письмо, и такая уверенность, почему мы там находимся. И все дети писали, чтобы все возвратились домой, своим семьям, своим детям. Пожелания были очень искренние. Речка, небо голубое, это все мое родное, это родина моя. Всех люблю на свете я. Это сначала нам сообщила классный руководитель, что есть такой конкурс. Ну, мы решили поддержать солдатов, чтобы с победой вернулись. В письме были пожелания, поддержка, чтобы все у них было хорошо там, были все живы, здоровы. Сегодня почувствовала радость, то что он носит этот значок на груди и верит в это послание. Мне очень понравилось сегодняшнее мероприятие. Часовые на посту, в городе весна, проводи нас до ворот, товарищ старшина, идет солдат по городу, по незнакомой улице, и от улыбок девичьих вся улица светла. Не обижайтесь, девушки, но для солдат